أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, Всевышний Аллах Джалля Джалалуху обязал всех мусульман любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего, что имеется на этом свете. И Всевышний Аллах Джалля Джалалуху в аяте Корана говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Сура Ат-Тауба, 24 аят. В этом аяте Аллах Джалля Джалалуху говорит: ты им сообщи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах велит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он сообщил нам о том. Ты им скажи, если, говорит, ихние родители, если ваши родители, ваши дети, ваши братья, ваши жены и ваши семьи тухумы, ваше имущество, которое вы зарабатываете, ваша торговля, убытков, в котором вы опасаетесь, ваши дома, ваши жилища, которые вам сильно нравятся, если все это перечисленное станет для вас любимее, чем Аллах, и чем посланник Аллаха, и чем сражение на пути Аллаха, если чем все эти вещи, говорит, вы будете любить больше родителей, детей, жен, имущество, торговлю, дома, то тогда, говорит, ты им скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, фатараббасу хатта яти Аллаху би амри. Если любовь ко всему остальному у вас в сердце занимает большее место, нежели к этим трем, Аллаху, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и джихад на пути Аллаха, джихад бывает разных видов, джихад есть и оружием, джихад есть и словом, джихад есть против своего нафса, который считается самым большим джихадом, то тогда, говорит, вы ожидаете наказания Аллаха. Если вы будете эти все перечисленные вещи любить больше Аллаха, больше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и больше, чем джихад, то тогда, говорит, вы ожидаете наказания Аллаха, который постигнет вас. Аллах, говорит, не наставляет на верный путь грешников. Тех людей, которые не любят Аллаха и не любят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем имущество, дети, родители, тухум, тайпа, богатство, магазины, торговля, бизнес, чем все это не любят больше, Аллах этих людей назвал кем? Назвал фасиками, нечестивцами, грешниками. Да пусть Аллах нас сделает из любящих посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и да увеличит Аллах любовь в наших сердцах к Нему, от которой наш иман станет полноценным. Хадисы, которые приводятся имама Бухари от Анаса радийаллаху анху, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ни у кого из вас иман не станет полноценным, пока вы не начнете, говорит, меня любить больше своих родителей, детей, больше всех людей. Больше всех людей. В другом хадисе, который приводится также у имама Аль-Бухари и Муслим от Анаса радийаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Тот человек, в
ком будут находиться эти три качества характера, эти три качества будут иметься в твоем сердце, то он, говорит, почувствует вкус имана. Когда стакан чая ставишь сахар, мешаешь его, чувствуешь вкус сахара. Вот так же, говорит, почувствуешь вкус имана. У имана тоже, говорит, есть вкус. Вот этот вкус имана, говорит, будешь чувствовать, если у тебя будет три качества характера. Чтобы ты любил Аллаха и любил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем все остальное. Чтобы ты любил своего брата-мусульманина ради Аллаха. Это второе. И в-третьих, чтобы ты боялся заново попасть к куфру, как ты опасаешься от того, чтобы тебя, например, бросили бы в горящий огонь. Как ты, убегал бы от горящего огня, в который хотят тебя бросить. Вот так, говорит, ты остерегайся, бойся, сохраняйся от куфра, от неверия. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также приводит имам Аль-Бухари от Умар ибн Аль-Хаттаба, радияллаху анху, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи, аннаху каля лин набии, саллаллаху алейхи вассалям, لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Один день Умар, радияллаху анху, говорит посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Я Расул Аллах, ты для меня наиболее любимее, чем все люди, которые имеются на земле, кроме самого себя». Имеется в виду, чем всех людей больше я тебя люблю после самого себя. Себя тоже люблю. После себя самый любимый человек – это ты для меня, я Расул Аллах. Эти слова Умара являются ли каким-то недостатком, унижением для Умара? Если у кого-то есть какая-то, болезнь, он обращается к врачу-доктору. Умар, радияллаху анху, обращается к пророку и говорит: «Я Расул Аллах, вот любовь к нафсу меня еще овладевает. Вот после нафса, говорит, я тебя больше люблю, я Расул Аллах». Ему пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я Умар, твой иман не станет полноценным, пока я не стану для тебя любимее, даже больше, чем самого себя ты не начнешь любить меня больше, иман не станет полноценным». Вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, сделали свой лечебный эффект на сердце Умара, радияллаху анху. От этого макама поднялся Умар на еще высший макам и затем сказал: «Я Расул Аллах». Умар понял, кто такой, его нафс, что было бы с его нафсом, если не было бы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сам пропал бы, его спасением является Расулуллах. Проанализировав это все, Умар, радияллаху анху, затем утверждая, сказал: «Я Расул Аллах, вот сейчас я уже начал тебя любить больше даже, чем свой нафс». Тогда, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аль-ана, я Умар». Вот сейчас, говорит, твой иман стал полноценным, о Умар, радияллаху анху. Значит, любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, должна, говорит, быть больше, чем любовь к человеку, к своему нафсу. Нафс, мы знаем, у нафса есть качество, человека всегда притягивает ко всему плохому, к ослушанию от Аллаха, ослушанию Аллаха призывает нафс человека. Как, мы можем определить, мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше своего нафса или же нет? Если наша страстная душа что-то нам повелевает, и если нас от этих позывов нафса удерживает наша любовь к пророку, если мы скажем: «Я как могу послушаться свой нафс, когда это не нравится посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И если любовь к пророку тебя удерживает от грехов своего нафса, значит, ты любишь пророка больше своего нафса. А если любовь к пророку, которую ты утверждаешь, не удерживает тебя от следования за страстями нафса, значит, нафс еще чуть-чуть больше любишь, чем пророка. Если бы пророка любил бы больше, чем свой нафс, ты не слушался бы нафса, не подчинялся бы нафсу. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, удерживала бы тебя от того, что к чему призывает тебя твой нафс. Вот так описывается в книгах, дорогие мои братья. И еще один хадис посланника Аллаха,
саллаллаху алейхи вассалям, в нем упоминается, однажды, говорит, один день, один человек смотрел на лицо пророка, алейхиссалату вассалям, пристально. Вот смотрел, глаза не отводил. Вот пристально, как бы наслаждался своим взглядом на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, заметил этого человека и ему говорит: «Ма балюка, что с тобой? Ты почему так на меня пристально смотришь? Что с тобой?» Этот человек сказал: «Я Расул Аллах, пусть мой отец и моя мать станут выкупом ради тебя. Поясни, я, говорит, не могу, говорит, от тебя отвести свои глаза. Я, говорит, хочу, говорит, им пока есть у меня возможность насладиться взглядом на тебя, я Расул Аллах. Потому что, говорит, когда наступит судный день, Аллах тебя поднимет на высокий дараджа макам. Я, говорит, тебя больше увидеть там, ахирате, говорит, не смогу. Я, говорит, хочу, пока есть возможность, насладиться, видев тебя, я Расул Аллах». Затем Всевышний Аллах, джалля джалалуху, ниспослал аят из Корана, где Всевышний Аллах сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا». صدق الله العظيم. Упоминается в книгах, что и этот человек стал причиной неспослания этого аята. Некоторые сказали, это был Саубан, радийаллаху анху. Разные риваяты. Это не был неспослан аят Корана, где Всевышний Аллах сказал: «Джалля джалалу». Тот человек, который будет подчиняться Аллаху, подчиняться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будет любить Аллаха, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то эти люди, которые любили Аллаха, пророка здесь на земле, они в ахирате тоже будут вместе с пророками, сиддикинами, люди, достигшие уровня сиддикин, шахидами, праведными рабами Аллаха будут вместе в раю. Рядом будут в раю. «Вахасуна улаика рафика». Как, говорит, прекрасны эти люди, чтобы человек, вечный ахират, чтобы ты находился рядом с пророками, рядом с сиддикинами. Какое, говорит, это счастье находиться с этими праведными рабами Аллаха в раю вместе. Значит, то, что человека может привести, значит, оказаться рядом с пророком, алейхиссалату вассалям, в судный день, это его любовь, иншааллах. По мере возможности должно быть исследование. Без исследования любовь – это, значит, пустые слова. Должно быть следование за сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вместе с этим должна быть огромная любовь. И, иншааллах, эта любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, соберет нас вместе с пророком в раю. И, иншааллах, да пусть Аллах всех нас осчастливит этой огромной нашей мечтой, которую мы просим и надеемся на милость Аллаха, что Аллах обрадует нас встречей с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, судный день. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.